Всем привет! Салем. С вами снова в эфире подкаст «Женщины беспокойного ума» и его ведущие. Меня зовут Айнур Мазибаева. А я Игуль Черендинова. И даже слово «ведущие», мне кажется, не совсем правильно, да? Мы авторы. Да, мы авторы, создательницы этого подкаста. И сегодня мы решили поговорить на такую тему, которая всплыла в процессе просмотра наших проектов другими людьми. Так или иначе, кто-то отзывается о нас как о феминистках. Давайте поговорим о феминизме. Да, здесь важно оговорить, наверное, что изначально, когда мы задумывали этот проект и говорили на различные темы, связанные с женщинами, мы всегда себя позиционировали не как феминистки, правильно же? Ну, хотя иногда это слово у нас в обороте все равно встречалось, мы называли там исторический феминизм, что-то в этом роде. Может быть, просто потому, что не было другого слова определения для тех тем, которые мы озвучиваем. Но мне еще кажется, что феминизм, вот скажешь, это как вот большой конструкт. Он сразу многое что объясняет, как коммунизм, феминизм и все, что с измами связано, он так или иначе всплывает. Потому что мы говорили о правах женщин, мы говорили о свободе женщин, о самовыражении женщин, о том, что есть проблемы у женщин в том числе. В общем, сегодня мы расставим все точки над «и» в связи с этой темой. Да, и я для начала, давайте небольшую справочку дам, не буду расшифровывать слово понятие феминизм, я просто скажу, значит, мне понравилась монография Жанат Кундакбаевой, доктора исторических наук. Она написала книгу «Модернизация ранней советской эпохи в судьбах женщин Казахстана 1920-1930 годы». Это годы большого слома, и здесь не нужно быть феминистом, чтобы знать, что был курс на освобождение женщины Востока, был курс на то, чтобы выдрать женщину из патриархального уклада, кочевого общества. Ну да, это школьная программа, будем и так встроить, говорить. Да, в новые реалии советской экономики. И вот, например, мне просто понравилось, я очень люблю умные слова, люблю цитировать. Ну давай, блесни. Да, значит, все знают, что кочевое общество было устроено жестко, и там были очень строго закреплены все роли, социальные, гендерные. И, значит, вот Жанат Кундакбаева пишет, что казахская женщина соблюдала правила игры. Она не имела права, я буду в прошедшем времени говорить, она не имела права голоса и не обладала свободой действий в обмен на полную ответственность мужчины за благополучие семьи. Ну, думаю, здесь вряд ли кто поспорит. Однозначно. И она говорила, что основной функцией женщины считалось рождение и воспитание детей. То есть вот эти установки, они сохраняются по сей день. От наших девушек требуют быть, во-первых, образованными, культурными, привлекательными и с таким зарядом, с фертильным потенциалом. Точно. Это еще одно умное слово, которое мы любим думала, ты сначала использовать. обозначишь источники, а потом мы пойдем обсуждать уже эти фразы. Ладно. Я думаю, что просто нет. Давайте сразу хочется сделать такую пометку, что вот это вот гендерное распределение ролей в казахском кочевом обществе, в принципе, оно, несмотря на всю модернизацию сознания, там, я не знаю, жизни, быта, уклада, оно сохранилось по сей день. И что любопытно, да, мужчины наши легко с этим соглашаются, что мужчина глава семьи, что он имеет решающее право голоса, да, в семье, что женщина вот должна выполнять вот такие роли. Но когда это распределение идет, тут же четко было прописано, да, что мужчина несет функцию кормильца, да. отвечает за благополучие семьи, даже рода. И тогда это норм, что да, девушки ждут вот это исполнение этой роли от мужчины. Но у нас сейчас-то трактуют по-другому. Она тарелочница, она там иждивенка сидит и ждет, что ей все обеспечат, там, и так далее, и так далее. То есть вот это распределение, оно как бы сохранилось в удобном формате. Да, я тоже подумала, что когда кому-то удобно, сразу раз вытаскивается одна традиция, когда неудобно, задвигается. Абсолютно. А мы живем в 21 веке, уже
в 26-м году, и, соответственно, многое что поменялось. Ну, я вот все-таки хотела А когда бы... ты начинаешь говорить о каких-то правах или, например, проблемах, в общем, рядом где-то начинает появляться призвук феминизма. Здесь просто эта реплика должна была прозвучать позже, ну, в смысле про... Я думала, мы сейчас дадим четкое определение феминизма и почему мы феминистки или не феминистки. Давайте, это не поздно сделать. Значит, четкого определения, я думаю, что оно существует в разных вариантах, потому что есть феминизм западного толка, есть феминизм, скажем, условно советского толка. Повторюсь, мы не эксперты в этом плане, мы исследовательницы. Опираемся на те источники, которые доступны. Доступны. Но точно, что в понятие феминизма идет явление такое, движение женщин за соблюдение своих прав и за расширение их возможностей. И надо обязательно подчеркнуть, что феминизм как явление, как феномен возникло тогда, когда понятие равноправия вообще не существовало. Да. И оно было актуально в те годы, когда женщинам в принципе надо было выбить себе базовые Да, права на Западе, на образование, на труд, на труд, да, и так на далее. голосование, То есть избирательное однозначно надо подчеркивать, что тот феминизм, который зародился когда-то там, в западном обществе, он ныне не очень актуален. Более того, я скажу, что я вот, к сожалению, не сохранила, у меня есть где-то в записях, я читала большую книгу, где казахстанские женщины и жительницы Центральной Азии ездили по программе обмена с фондами в Германии. Они ездили на протяжении нулевых годов несколько раз и, как сказать, обогащались женскими инициативами. Они смотрели, какие там существуют клубы, какие там есть законодательные акты по поводу соблюдения прав женщин и так далее. И вот в конце каждой участницы обязательно задавался вопрос, несколько вопросов, они заполняли анкеты. И обязательно стоял вопрос, считаете ли вы себя феминисткой и что вы вкладываете для себя в это понятие. И вот немки писали, что, по их мнению, женское движение сейчас уже исчезло. Это при том, что эти женщины с 80-х годов отстаивали свои права и были участницами этого женского движения. Они объясняли, почему они так говорят. Потому что многое, что стало возможно, доступно, и это все выполняется уже бюрократическими способами. Поэтому такого запала первоначального как будто бы уже нету, даже на Западе. В классическом представлении феминизм – это такая, я бы сказала, протестная борьба, когда выходили на митинги, озвучивали требования определенные и добивались определенных прав для женщин. Почему сейчас это не актуально? Потому что, ну, даже для нас, и, кстати, этим часто оперируют те, кто против феминизма в Казахстане, что, дескать, что вам, женщины, еще надо? Хотите работать, идите работать, вас никто не ограничивает. Хотите там учиться, идите, учитесь, у вас есть доступ к тому, к всему. Вам сделали всю бытовую, да, комфортную жизнь устроили. Сейчас как бы феминизм, он актуален, когда мы говорим о насилии, да, о, допустим, там, некоторые нарушение прав, социальную нагрузку, ментальную нагрузку на женщин, потому что она идет двойная, в общем-то, да, в отличие от мужчин. Вот это уже какие-то, это не такие там глобальные, так будем говорить, вещи, но тем не менее это требующие внимания проблемы. Здесь я готова с тобой поспорить. Мне кажется, что все-таки протестный накал существует, он немножко видоизменился. Он просто переместился в социальные сети, мне так кажется. Социальные сети у нас ну, вообще... Вот эта культура отмены, вот этот какой-то хайп, хейт и так далее. Хорошо. Если мы будем считать, что мы с базовыми понятиями разобрались, давай перейдем непосредственно к обсуждению то, что у нас всегда хорошо получалось. Как ты думаешь, почему у нас в Казахстане так не любят, в принципе, феминизм как явление и феминисток в частности? Сложный вопрос? Нет, как будто бы он не сложный. Ну вот, почему просто... я задала этот вопрос? Тема же возникла из того, что нас вдруг определили, да, не вдруг, может, вообще нас определили к феминисткам, и вот в тебе какие это чувства вызывает? Ну, я против клейма. Стереотипного представления. Да, но при этом я испытываю противоречивые чувства. Если бы активность женщин и их желание, и вот этот градус все время говорить, что мы есть, принимайте нас вот такими, мы развиваемся, нам сложно или наоборот, нам классно, да? Если бы вот этот градус не был
сразу помещен в каркас жесткий феминизма, который, ну, понятие, которое очень сильно нагружено, я бы легко сказала, что я феминистка. Если бы что-то другое было вместо этого, например, не знаю, там, например, мне нравится слово активистка. Оно безоценочно. Активистка за какие-либо права. Да, это такой заряженный человек, которому интересно жить. Который неравнодушен в первую очередь. Да. И вот, например, еще мне нравится очень понятие, оно у нас не очень сильно развито, но иногда оно всплывает, сестринство. Потому что все уже выучили понятие мизогиния, когда женщина хейтит женщин. Просто, У нас уже выучили понятие даже бостонский брак. Ух ты, напомни мне, что это такое. Бостонский брак. Я, кстати, очень часто вижу объявления, например, в том же Треце, когда одна женщина предлагает другой женщине совместно проживать и налаживать быт и помогать друг другу. Это такое, ну, я просто вспомнила. Без сексуального подтекста. Конечно. Бостонский брак. А Да. почему? Ну да, надо почитать. Надо почитать историю, да. Но так называют вот сожительство женщин, которые исключительно в быту и в жизни облегчают друг другу жизнь. Ну тогда нормально. А раньше это называлось, наверное, подруги. Ну вот когда были стесненные жилищно-бытовые условия, в принципе, могли две подруги съехаться. Как бы. Я часто вижу вот объявления, что там, допустим, молодая женщина говорит, я там с ребенком работаю, если кто-то хочет со мной там вместе разделить, там будем друг другу помогать и так далее. Я несколько раз увидела, почитала комментарии. Благожелательно или наоборот? Благожелательно, да. Благожелательно. То, что женщины друг друга поддерживают, это круто. Ну вот сестринство, вот если что-то взамен феминизма было бы придумано, я думаю, что что-то там родится. Может, даже казахское какое-то слово. Наверняка есть в казахском языке что-то такое очень, какое-то понятие, которое про не буду лгать, помощь. Недостаточно моего казахского, чтобы определить такой термин. Но бостонский брак, он универсальный международный термин, почему бы и нет? В общем-то, все, да. А тебе как то, что тебя иногда могут принять за феминистку? Ну, вот я честно скажу, что мне не очень это нравится, потому что я все-таки убеждена, что у нас нет необходимости бороться за базовые права, и я точно не из тех, кто пойдет в протестное, например, движение. Я за просвещение, за образование, за то, чтобы каждый начинал с себя и строил вокруг себя нужное ему комьюнити и продвигал эти темы. Но почему? Потому что у меня, наблюдая за феминистским движением в Казахстане, в частности, я про мировое вообще ничего не буду говорить, потому что я не в теме, все-таки складывается некий негативный образ. Соцсети его формируют, я понимаю, но я подписана и на людей, которые пропагандируют эти темы, да, и я пытаюсь смотреть на них объективно, но все равно какие-то их поступки и чрезмерно, как сказать, чрезмерно эмоциональный подход к теме, он вызывает отторжение. Это чисто мое субъективное мнение, я наверняка имею на это право. При том, что и мы с тобой, и я в частности, очень много говорим на темы прав женщин, про равноправие, про то, как услышать, увидеть тот самый огромный труд, который делает женщина в нашем обществе. Плюс еще мы обязательно говорим о том прессинге, который испытывают и девчонки молодые в том числе. Ну и опять же, я с тобой согласна, что вот под этим ярлыком, как бы, да, феминизм, ну точно много чего скрывается, и это все равно не феминизм. Еще мне кажется, что у нас в обществе очень часто путают как бы понятие, все в одну кучу смешивает, и патриархальное давление, вот это патриархальный строй, да, и феминизм здесь же, и права, и как бы не разграничивают. Иногда традиционное представление нашего общества, да, патриархальный какой-то вот этот уклад, его считают, против него, когда выступают, считают, что если она против патриархата, значит, она феминистка разом. Поняла, про что Поняла, это. Да? Да, то есть здесь идет гендерная идентичность, национальная, этническая. Из-за того, что у нас не разделены эти понятия, все в кучу. Если ты женщина, выступаешь интересы женщин, против бытового насилия, за то, чтобы сделать видимым там какой-то труд женщин, да, а если ты при этом иногда критикуешь традиции, если ты про деколонизацию что-то проговорил, любая из этих тем автоматически тебя как феминистку маркирует. Очень неудобно и очень такое. Да, то есть это все какой-то там вот за одним термином спряталось, и все это в негативе. Я тебе скажу, что здесь ты, кстати, не одинока в том плане, в этом наблюдении. Я утром в Фейсбуке видела пост одной женщины, которая
ну, сплетни, сплетня такая. Она говорит, что в заметке The Sunday Times она прочитала, что существует, ну, сейчас как будто бы на Западе есть такое, как бы, как сказать, мода. Она связана вот с чем. Значит, когда вы устраиваете быстрое свидание, что не тратьте время на small talk, не тратьте время там на общее знакомство, какие-то там вежливые темы о погоде, о хобби и так далее, а сразу прощупайте будущего партнера потенциального, если начнете поднимать какую-нибудь острую тему. И этой острой темой является феминизм и права женщин, представляешь? Но это такое Ну, наблюдение. это такой, сразу можно ред флаги вычислить, Да. Ну, то есть что-то такое в какую-то сторону, как бы общество начинает вот это двигаться, реагировать, тестировать, по крайней мере. Но вот по поводу протестного запала я вот хочу одну штуку прочитать. Значит, Ирина Жеребкина, она опубликовала такую работу, она называется «Постсоветский феминизм. Чем мы ангажированы или происхождение из советских 60-х. Гендер сегодня. vs. Новые практики политического протеста». И вот она, знаешь, что предполагает? Она говорит, что некоторые исследователи как бы распознают две стратегии, я своими простыми, попроще словами скажу, две стратегии борьбы женщин за свои права, которые были, не знаю, в 20 веке, сейчас, наверное, видоизменилось. Значит, первая стратегия – это когда женщина воспринимает себя и ведет себя с точки зрения жертвы, которой все должны. То есть вот я... То есть я такая угнетенная, бесправная. Мои интересы не я соблюдаются, да, я имею право голосовать, я имею право там, не знаю, путешествовать, я имею право вот это вот, не Это знаю, не одна выходить позиция? замуж, да. Это одна позиция, и с точки зрения такой стратегии, ну, с точки зрения жертвы нужно, конечно, попасть во власть. И вот эту стратегию поддерживали в свое время вот прозападные организации благотворительные и, кстати, государственные тоже, потому что помню, я сейчас сразу вспомнила все эти женские НПО, которые вот как грибы в нулевых возникали, их очень поддерживали, и классно, это классная основа для вообще того, чего мы сейчас имеем, что мы имеем сейчас. Вот, а вторая стратегия, она как раз, попробую так сказать, представители этой стратегии, почему они очень яростно, непонятно, тревожно и очень агрессивно протестуют с таким запалом. У этой стратегии как бы намерение разрушить и перекодировать всю существующую матрицу общественных отношений. Да, где не важен ни пол, ни возраст, ни гендер, ни сексуальные предпочтения, ни там политические взгляды. То есть все перекодировать, а чтобы это сделать, ну, конечно, нужен там, не знаю, как это, пассионарный запал. Это очень много Но нужно. я повторюсь, это мой вольный пересказ. Если интересно, вы можете погуглить, посмотреть. Я думаю, что как это, искусственный интеллект вам в помощь. Вот. Поэтому я когда иногда слышу вот привычную песню о том, что нам не дают вот это, нам не надо, сразу вот это какая-то сиротская песня вот в этом начинает мерещиться. И здесь я соглашаюсь, что правда как-то, ну вот, ну хватит, надо что-то уже спокойно просто брать и делать. Но при этом не хочется сваливаться вот в этот вот в другой овраг, где быть вот такой непонятной, маргинальной, какой-то вот вечно протестующей, вечно там в автозаках, где-то в СИЗО. Это я так утрирую, но просто все наверняка эти примеры могут вспомнить в своей информационной ленте. Ну вот мы сейчас с тобой ступаем достаточно на опасную территорию, потому что все активистки и все наши коллеги, может быть, и в принципе активная часть сообщества, которая ратуют за права женщин, они скажут, ну что вам, вот мы ради вас терпим и автозаки, и протесты, и прочее, за ваши права боремся. А вы, дескать, это утрируете и обесцениваете наш труд. Нет, я не соглашусь. Во-первых, я отдаю должное этим женщинам и этим девушкам, потому что они вообще-то молодые, моложе меня. Я просто думаю, что я имею право на свое мнение. Да. И это, правда, меня беспокоит, что именно такими радикальными жестами могут продвигаться очень хорошие идеи. Проваливаться, я бы сказала, ну, хорошие идеи. Да. Ну вот как бы конечная цель, в принципе, мне симпатична. Мне вот интересно было бы, как, ну, мы-то достаточно взрослые, молодежь, как разграничивает для себя феминизм и, так будем говорить, не феминизм, да, потому что иногда, особенно в соцсетях, ты в комментах видишь, ваш феминизм заканчивается там, когда любая девушка замуж выходит, так сказать, найдет себе мужа и спрячется у него там под крылышком, и затем ее феминизм, так сказать, закончился. Но
Я не знаю, вот все те женщины, вот, например, та же Жанна Урзбахова, да, Мгм. адвокат, которая очень много делает и показывает много кейсов по бытовому насилию, она себя, по-моему, же не называет феминисткой. Но, тем не Я не менее, встречала. ее работа, все, что Именно она делает, в интересах именно, женщин. да, женского движения в том числе. Там, я не знаю, кто еще, очень много фондов, которые помогают женщинам, пострадавшим от насилия, там, я не знаю, оказывают поддержку с детьми, женщинам и так далее. Никто из них наверняка не называет себя феминистками, но они именно вот эту нишу уязвимую как бы для нас. Представляют и Да. защищают. Как будто бы в глазах некоторых людей идея феминизма и активность женская, она противоречит семейному счастью. Нет, Кто вообще поставил этот выбор, почему он вообще нет, возник, это просто один из таких аргументов, когда говорят, ну, типа, перебесишься, да, типа. да, по молодости, дескать, вот девушка, пока она не замужем, пока она там Мгм. свободная, и она может там топить А, за женские права, еще что-то, а потом выйдет замуж и все. Но а она там выйдет замуж начинаются вообще другие проблемы, и абсолютно. там другой вообще градус появляется. В сегодняшнем выпуске самое важное, что мы должны были сказать, как мне кажется, что все те темы, которые мы поднимаем в связи с женщинами, их можно как угодно называть, и историческим феминизмом, и против там Женским движением. антипатриархальными высказываниями, там еще что угодно. Наша задача была и есть, и остается, и в будущем, дай бог, рассказывать нашим женщинам о том, какие наши были бабушки, прабабушки, и как в истории оставляли свой след, могли, делали, несмотря на все трудности их жизни, как это менялось со временем, и как сейчас мы на это смотрим, современные женщины. Мы не перестаем говорить про то, что была сила, были возможности, что они делали, что изменяли, какой след в истории они оставляли. Вот мне вот эта позиция наша, она мне больше нравится. Но она позволяет видеть картину как бы в целом. Да. Не как-то не замыкаясь в старте, там, не знаю, там, когда феминизм возник, 19 век. Сколько бы мы ни разбирали наши казахские традиции, например, мы всегда говорили и отмечали справедливо, как мне кажется, тот момент, что да, у нас патриархальное общество, как и много где, на самом деле. Вот ты почитай того же Фрейзера, они изучали там новозеландские племена, там Папуа-Новая Гвинея, еще что-то. В большинстве обществ патриархальное общество. В большинстве этих обществ женщина все-таки как бы у нее роль второстепенная, да, где-то она там в подчиненном положении. Но в казахском обществе, в традиционном кочевническом обществе у женщин все равно были свои права. Да, может быть, не явно, но они все равно рулили. Если это нормальная, так будем говорить, здоровая семья, без там, я не знаю, совсем каких-то там отклонений, что у Байбище, что у Тохал все равно были свои права, в том числе и материальные. Мы говорили о том, что если вдова оставалась одна, она могла постоять за свое имущество, она могла решить, жить ли ей с сыновьями, либо жить одной. И всю дорогу во всех своих выпусках мы доказывали именно это. И да, я сразу уши феминизма вот здесь начинают прорастать у некоторых. Я просто так слушаю, думаю, тебя я слушаю как коллега, и думаю, ну, как нормальное мировоззрение. Я просто про то, что Но когда почему оно стало, иногда да, наши зрители и слушатели на это остро реагируют в том плане, что называя это феминизмом, еще неважно, да, называть, не называть. Кому-то, наоборот, кажется, что мы должны чуть больше там прокачивать. Помнишь, Камила предложила, что мы должны какой-то ликбез там по книгам вводить, да, да, про это феминизм. наша знакомая Есть такой старшеклассница, запрос, да. но вот все-таки мы, наверное, должны были обозначить свою позицию. Но я думаю, что вот это, кстати, то, чем, наверное, на мой взгляд, грешат как девчонки. Они, ну вот, заново открывают мир, и вот это, а мы такие сидим умудренные, господи, мы на эти грабли уже наступали, здесь мы уже проходили, а нам рассказывают про Симону Бувуар. Классная женщина, Да. француженка, значит, совершенно как потрясающая для своего времени личности, магия ее сохраняется до сих пор. Но почему ее пример должен быть для меня, как бы, как-то ее образ должен быть для меня ролевой моделью, когда Она мне жила ближе, нет,
сотни лет Нет, назад. нет, ну да, но нет, в смысле, ну мне ближе, например, Ханша Айганым. Ну да. Я топлюсь за нее. Потому что я как это, я Я ее лучше помню. знаю, да. Она местная, я тоже. Вот мы разговаривали, по крайней мере, на одном языке. Знаешь, я обратила на что внимание. В наших подкастах как будто бы пока не заполнен период, связанный с 70-ми, 60-ми, 70-ми, 80-ми годами. Мы все-таки с тобой даже в наших выпусках останавливались на 30-х годах Мгм. советского периода, да? Но если взять, например, такое явление, как Жильтохсан, но вот образ студента, которые выходили на площади, которые пострадали за это, он же очень яркий. Да. Это тоже девчонки, это тоже наши современницы. И, уж, не знаю, они, наверное, на себя, конечно, не примеряли, как это вот, ну, как-то плащ феминисток, да, но активисток, наверное, да, их можно, наверное, так назвать, активистками. Ну, эти И девчонки, у них активная ну, если гражданская конкретно позиция про была, да. участниц Жильтоксан говорить, то это уже дети каких годов? Ну, если им было по 25, то они послевоенные. 70-х, да? Да, ну, все они послевоенные. Нет, Нет, если шестидесятники. шестидесятники, думаешь, да? То есть Ну, они родились да, да, да. во время Ну, целину, да, как бы? да. Получается, ну, 60-е у нас, помнишь, это же оттепель, насколько я помню. Да, 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 И да. это Люди немножко такие, выдохнули да. чуть-чуть уже, стали больше образования получать, вот девчонки, И например. уже это самый пик, когда советское, вот это будем говорить, воспитание, когда советская власть пыталась вытащить женщину из дома, не пыталась, а вытаскивала из дома и давала Выдирала практически, да. дополнительную нагрузку в виде работы и заставляла быть ее еще и нагруженной Общественными функциями, да. общественной деятельностью. Вот это, вот, помнишь, комсомолка, Красавица, спортсменка, да, красавица. да, да. Вот это Передовица уже, по-моему, производства. сгусток вот это вышел уже сюда, вот результат дало. То есть это еще, это уже не те бабушки, которые помнили традиции, Да. но еще не те свободные и оторванные 80-е. Но при этом, смотри, вот это интересно, если уже процветал, скажем так, номенклатурный, тоже да, новое слово, номенклатурный феминизм, то есть делегатки все вот эти вот уже записные, как это, по женской квоте везде представленные, да, то вот эти девчонки, которые выходили на площадь, ну или они не выходили на площадь, они думали так же, как студенты на площади, они же как раз представляли какую-то другую часть женского движения. Они просто понимали, что в стране нужна независимость, ну, в каком-то представлении, что, по крайней мере, не центр должен присылать руководителя. То есть у них было свое мнение, мне кажется, я фантазирую. Приземляю твой разговор Давай. И пытаюсь проецировать это на, ну, чисто наши бытовые жизненные вещи. Вот моя мама, например, она 58-го года рождения, к шестидесятникам можно же ее отнести, да? Да. Думала ли она когда-то о своих правах? Там, о том, что за что-то нужно бороться там? Я подозреваю, нет. Потому что все-таки в ее жизни было, во-первых, отец решил, куда она пойдет учиться и что она будет делать. Ей не дали закончить школу, и вместе со старшим братом отправили учиться, просто потому что вместе как бы удобнее было. В город, да? В город. В техникум, да? Да. И все, и в 19 лет она вышла замуж. И дальше уже ей не до прав, не до выяснения там кто что. Она просто жила, а потом наступили 90-е, когда вообще в принципе уже ни о чем, пошло тотальное отрицание всего и вся, рушились какие-то идеалы. Нужно было просто выживать. Боролись они за свои права? Но я тут не соглашусь с тобой. Актуален ли был вообще феминизм в эти годы? Я тут не соглашусь. Мне кажется, что эти процессы, они просто имеют как накопительный характер. Например, твоя мама уже спокойно восприняла то, что ты хочешь получить высшее образование. Я вот на это обращаю внимание. Моя мама не имеет высшего образования, но она топила за то, чтобы у нас с сестрой было высшее образование. Это вот как положняк, извините за сленг. Ну да. Вот, мне кажется, что это может через поколение, через несколько поколений может проявляться. Просто, может быть, я сейчас о том, что мы тут с высоких трибун, что, значит, рассуждаем права, там, феминизм. А оно вообще нужно обывателям? Обычной казахстанской женщине, девушке, которая там, я не знаю, хочет строить свою жизнь. Нет, нужно. Я считаю, нужно, потому что это как раз та норма, которую мы не замечаем. Как будто как данность. Это когда оно переходит в категорию нормы. Да. Потому что, например,
ну, не знаю, если мы про образование я сказала, например, про непременную установку выйти замуж и иметь детей. Сейчас, по крайней мере, вот бостонский брак, пожалуйста, ты Ну, упоминала. то есть, я Не поняла все твою могут, мысль, да, не все что... могут выйти замуж, могут быть мамой-одиночкой, и их не забросают камнями, могут вообще нормально вообще строить карьеру и Ну, в общем-то, выбирать это и что-то сейчас другое. можно. В большинстве случаев это зависит от А личного это, субъективного восприятия. Если ты зависима от мнения общества и на тебя давлеет там семья, да, то ты будешь страдать. А если ты способна как бы все это отодвинуть и жить спокойно, не, пардон, ты про субъективно, а я про объективность. Я просто имею в виду, что, например, тебя, как в Афганистане, не забьют камнями, ну да. что ты ходишь с открытым лицом. Тебя, как Не еще дай бог, где-то там, конечно, да, вернуться в не эти... проклянут Не то, и что не выгонят вернуть, из не дай дома, бог если ты, оказаться в да, такой если ты будешь ситуации, да. мамой-одиночкой. Я уже вот просто по Я факту поняла. говорю. Накопительный эффект – это про то, что сейчас, например, активистки продвигают и делают, оно проявится через определенное время Возможно, и станет да. нормой. Как, Да. например, мы сейчас право на образование считаем нормой, как будто Да. так и родились, на самом деле, за это кто-то боролся, да. Или, Строить например, карьеру. мы там про ту же двойную нагрузку говорим у женщин, что она занимается семейным менеджментом, вторая работа, ее дом. Когда-нибудь станет нормой, что за это ей будут платить, допустим. Вполне. Реально? Вполне, да. Особенно учитывая, что мы в эпоху искусственного интеллекта вступаем, да, и там все равно человек человеку окажет самую лучшую услугу. Ну, то есть... Пока что ChatGPT может написать мне только меню, но приготовить за меня он не может. Ну, кстати, ChatGPT, между прочим, помог чуть-чуть разгрести очень умные монографии по поводу феминизма. Спасибо тем, кто придумал эту штуку. Про бытовое насилие. Чем больше я смотрю кейсы, он все равно на глаза попадается. Мне кажется, ни один нормальный мужчина, ни одна нормальная семья не воспитывает своих детей, по крайней мере, в таком русле, что надо прям кого-то бить, убивать. Угу. Это все-таки отклонение какой-то от нормы именно в семье, как в социальной ячейке. Можно ли до сих пор продолжать говорить, что все это насилие корнями идет из патриархального строя? Когда женщина слабая, ее можно, как у любого слабого, что вот на ней все вымещать, да? Продолжать, считать, что всех нас воспитывали так, что мужчина главный, а женщина второстепенна. Ну, смотри, здесь я вижу вот такую вилочку. То есть нормальные люди, все-таки я считаю, что у нас общество достаточно здоровое в этом плане, оно так, конечно, не считает. Но как-то интересно так все выстроено, что вот в отдельно взятой семье, например, бьют мать семейства. Она идет в силовые органы подавать заявление, ее отговаривают. Она добивается своего, ее осуждают. То есть там как-то по цепочке все завязано. Может быть, оно не называется абьюзер полицейский, абьюзер судья, не знаю, абьюзер прокурор, но оно оно как-то там интересно очень соседствует, где женщина все равно как будто не то, что недочеловек, но она много чего стерпит. Ну да, здесь получается абьюзеры и виновный не тот человек, который физически там совершил акт насилия, да, не только он, но и вся та система, которая уже не может с этим справиться. Не вот женщине. Мне кажется, это вот крайний вариант, крайний слом, где сразу система показывает вот наружу, вот так она устроена. Где девчонок там могут хейтить за то, что она там правду рассказала в соцсетях, что-нибудь такое там, где, я не знаю, там все говорят, ой-ой-ой, воровать невесту, как плохо, ой, как плохо. А потом, хоба, так поспрашиваешь, у того какой-то есть знакомая пример, у кого-то, ой, у нас там это... Да, но это как-то все вплетено, мне кажется. До сих пор вот это двойные стандарты, потому что, с одной стороны, в казахской традиции есть воспевание женщин, и культа матери, и культ прекрасной дамы, и все такое. Да. Но, тем не Сколько менее, пословиц, не зазорно, поговоров, если да. кто-то свою жену на место поставит кулаком. Да. Так что я думаю, что это все крайние какие-то проявления. И феминизм, мне тоже кажется, сейчас, по крайней мере, то, как его представляют люди, это же явление, оно же меняется, оно будет вот так сейчас представлено. Не знаю, как будет через несколько лет.
Пока не забыли. Мы, конечно, не сильно про западное, как бы, про западный проект, но все равно нас же тоже коснулся вот это движение #MeToo, а это тоже одно из выражений вот этого женского движения. И оно же тоже очень весомый вклад внесло в то, чтобы женщины заговорили и, по крайней мере, начали поднимать какие-то вопросы о нарушении, не знаю, своих прав, не знаю, ненормальной жизни. Вот. Это я к тому, что что-то происходит в мире, и мы все связаны. Кстати, наши проекты именно вот про это. Когда мы говорим о том, как наша культура развивалась, мы всегда говорим про то, что она была встроена в общее, не знаю, цивилизационное развитие. Вот. Поэтому посмотрим, куда будет двигаться движение, которое называется феминизм сейчас. Может быть, придумают новое слово. Не знаю, когда-то в советское время, помнишь, было равноправие. Но тоже оно как бы сейчас под вопросом. Вот. Гендер. Гендер – это тоже новое изобретение. Это назвали то, что как бы появилось. Да. Сейчас вот этими флюидными течениями я боюсь даже в эту сторону смотреть. Но это про то, что нам всем в этом мы все, кстати, в одинаковом положении. Мужчины, женщины, взрослые, дети, люди с советским опытом и юноши и девушки, которые сейчас вступают в жизнь. Мы Мне всегда кажется, ратуем за то, чтобы вообще знать свою историю, знать свои корни, знать свою культуру, традиции. Это дает понимание и внутренний стержень тебе. Кто ты, что для тебя важно в этом мире. А как это называется, разберемся по ходу. Мне кажется, вот это вот Мне кажется, сейчас главный вот, итог. когда говорят про то, что стирается разница между гендерами, это не про то, что там вы подумали менять пол там и так далее. Это про то, что мы на передний план выходит индивидуальность человека и то, как он себя может реализовать. Его ментальная устойчивость, его там образовательный какой-то бэкграунд, да, что он с собой, какие мысли несет, и что он может реализовать, и что дать этому миру и себе. Просто в нынешнем разрезе, может быть, мужчинам чуточку легче это сделать, а может, наоборот, сложнее, потому что от них до сих пор по-прежнему как бы требуют функций тех, которые были раньше заложены, да, там добытчик, успешный успех и так далее, и все-таки отрицается какая-то чувствительность. И сейчас как будто бы она потихонечку начинает проявляться, да. Соглашусь. А женщинам может быть чуточку сложнее, но женщинам именно чисто с точки зрения творчества, мне кажется, легче стало проявляться, потому что дорога уже тренд протоптана, на да. тренд на уязвимость, тренд на открытость. Вот тебе, пожалуйста, проявляйся как. Во всем этом есть определенные и плюсы, и минусы, но все равно мы меняемся, однозначно мы меняемся, и уже оперировать старыми понятиями, что вот это феминизм, а это там патриархат, а это там то, уже как бы нет смысла. Как классно, что можно вообще на эту тему поговорить. Вот. Мы приглашаем вас к сотрудничеству. Пишите комментарии, делитесь этим выпуском. Напоминаем, что с вами был подкаст «Женщины беспокойного ума». Мы говорили о феминизме. Мы, возможно, неправильные феминистки. Меня зовут Айнур Мазибаева. Может быть, и вовсе не феминистки. Меня зовут Айнур Мазибаева. А я Игуль Черединова. До новых встреч. Увидимся.